Привет всем! Мы рады видеть вас на нашей площадке. Сегодня мы поговорим с вами о продвижении якутской культуры через поп-культуру. Друзья, внимание на экран. Якутская культура чрезвычайно самобытна и потому привлекательна для многих. Особое внимание к себе всегда привлекает якутский фольклор и его герои. Как правило, именно персонажи являются олицетворением глубоких смыслов, заложенных в культурном коде, и именно через персонажей возможна их трансляция. Пока жива культура, жив и народ, и именно выводом своей культуры на международный уровень народ приходит к своему дальнейшему развитию. Егор Мандаров – организатор ежегодного фестиваля популярной культуры ЕКТ Гикфест, который снискал большую известность у поклонников поп-культуры со всей республики. История, начавшаяся как фан-мероприятие, она переросла в большой фестиваль, который раз за разом бьет новые рекорды по посещаемости. Конкурсы косплеев, персонажей поп-культуры, тематические зоны, киберспортивные соревнования и не только – это все заслуга большой команды энтузиастов. Есть ли место для героев якутского фольклора среди героев популярной культуры? И является ли поп-культура способом развития якутской культуры в целом? Друзья, чтобы разобраться в этой теме поподробнее, вам нужно будет разделиться на две группы. Первая группа – это мечтатели. Это те, кто считает, что персонажи якутского фольклора не только можно, но и нужно делать частью популярной культуры для продвижения якутской культуры в целом. Они ничем не уступают героям поп-культуры и в чем-то их даже превосходят. Шагами к их популяризации могут стать фестивали поп-культуры, такие как Гикфест. Реалисты – это те, кто считает, что делать персонажей якутского фольклора частью поп-культуры не нужно. Фольклор есть фольклор, и для его продвижения существуют иные методы. При этом каждая из сторон должна стараться перетянуть на свою сторону больше участников из противоборствующей. В конце передачи у вас будет возможность поменять свою точку зрения, соответственно, поменять свою группу. Поэтому, друзья, определяемся с тем, с какой сторону вы занимаете. Мечтатели у нас будут справа. Реалисты слева. Делимся! Итак, встречаем нашего героя. Энтузиаст, воплотивший в жизнь свою мечту. Сооснователь крупнейшего фестиваля популярной культуры в Якутии. Егор Мандаров. Егор, приветствую. Пожалуйста, присаживайся. Егор, здравствуйте. Добрый день. Сейчас вам дается ровно минута для того, чтобы вы могли рассказать нам о себе. Меня зовут Егор Мандаров. По своей основной деятельности я являюсь предпринимателем в сфере IT. Занимаемся разработкой приложений. Есть один технологический стартап, который тоже продвигаю, называется FreePlast. И вот с 2014 года проводим уже ставший таким, можно сказать, наверное, очень таким большим народным событием фестиваль популярной культуры ЕКТ Гикфест. Начнем мы по традиции, опять же, с небольшого блиц-интервью. Быстрые вопросы и быстрые ответы. Итак, наш первый вопрос. Встречается ли на вашем фестивале популярной культуры косплей персонажей из якутского фольклора? Да. Не один год, было даже не раз, то есть это такое явление, которое есть. Как вообще зародилась идея организации Гикфеста? Гикфест у нас, получается, идея сама появилась летом 2014 года, когда мы со своим другом и с организатором также фестиваля Егором Давыдовым сидели, обедали и обсуждали на тот момент проходивший Комик-кон Сан-Диего. То есть это один из таких очень крупнейших, наверное, и самых древнейших мероприятий, которые связаны именно с популярной культурой. Обсуждали, что там происходит, что уже анонсировали, о чем рассказали, что показали и так далее, и так далее. То есть и в какой-то момент появилась мысля просто, что если что-то подобное сделать у нас здесь в Якутске, то есть. И уже начиная просто отталкиваться от этой мысли, мероприятие начало как-то обрастать. В какой-то момент оно стало очень большим. И впятером, получается, мы провели в 2014 году самый первый Гикфест в 50 лет Победы. Думали, что прям будет очень хорошо, если придет человек 300, 400, это совсем будет очень здорово. Но, как оказалось, мы попали прям в самое бинго, и тогда у нас пришло, получается, 1000 человек, то есть это ровно то количество
мест, которые есть в гардеробе, получается. Максимальная заполняемость зала. Максимальная заполняемость. И, ну и, соответственно, по пожарной безопасности там, естественно, как бы больше нельзя было пропускать. А люди еще шли, они хотели, то есть и поняли, что да, мы, походу, вот на что-то такое прям очень хорошее такое нащупали. И, собственно, тогда уже поняли, что он станет уже таким же годом. На втором фестивале в 2015 году в «Триумфе» уже было что-то около 2500 человек. То есть и вот, собственно, с каждым годом все больше. Что самое сложное в организации вашего фестиваля? Так, ну, организация, на самом деле, само по себе такого большого по масштабу мероприятия является делом таким очень непростым. То есть это сама работа над фестивалем, то есть у нас длится где-то уже полгода, наверное, потому что вот за полгода до мероприятия мы начинаем уже думать по поводу площадки, даты, составляется концепция вся, то есть накидываются, да, вот какие-то все эти вещи, которые там возможно, да, сделать. То есть и самые такие сложные вещи начинаются с самого раннего, вот с периода делаться. Вот, допустим, вот у нас, если я не ошибаюсь, по-моему, в 2019 или 2018 году было обращение Дэниела Рэдклиффа, который сыграл Гарри Поттера. Он передал привет, ну, получается, всей Якутии, то есть особенно вот участникам Гикфеста. То есть это вот дело, которое вот реально, по-моему, полгода мы над этим бились, то есть это через огромное количество людей, там, компаний и так далее, то есть все это общение шло. Ну и самое сложное, конечно, в таких мероприятиях, пожалуй, это, наверное, уже в день мероприятия, это контроль. То есть когда ты все уже организовал, и когда необходимо, чтобы все шло как надо, да, как ты придумал, потому что там существует просто огромное, великое множество факторов, которые, возможно, ты не учел. То есть и что-то случилось, и все пошло не так, как должно было быть. И, соответственно, вот день самого проведения, он, конечно, он такой самый сложный. А по каким принципам вообще происходит отбор участников? А вы имеете в виду каких именно участников? Потому что у Косплееров. нас косплееров. У нас вообще вот на фестивале, да, вот относительно, с какого года, я не помню уже, наверное, да, мы разбили конкурс на две части. То есть это у нас есть конкурсный косплей, где принимают участие ребята, которые прям очень сильно стараются, то есть они делают очень сложные костюмы, они прям месяцами их делают, то есть тратят огромное достаточное количество денег. Это вот у нас получается, да, вот элементы вот костюма, которые там светятся, как-то двигаются, там еще что-то. Вот, допустим, вот опять-таки вот костюм Ильи Бурнашова в этом году, он был 2 с чем-то с лишним метра. То есть он просто огромный, то есть он на ходунках ходит, там еще что-то. То есть и в общем, вот это вот, да, вот это та часть конкурса вот для них, то есть там, естественно, очень строгий отбор. То есть мы заранее начинаем отсматривать их костюмы, что они сделали, сколько они чего сделали вручную сами, потому что это очень важный такой критерий. И конкурс есть для любителей, скажем так, которые вот именно для новичков, для тех, кто хочет просто сам вот по лайту немножко там отдохнуть, может быть, как-то весело провести время. Там уже, конечно, это отбор уже такой попроще, то есть просто вот типа заявить о том, что ты хочешь принять участие. Окей. Раскройте, пожалуйста, чем вы еще занимаетесь, помимо организации фестивалей Geekfest? Так, ну, как я уже сказал, да, я предприниматель, то есть я стараюсь там что-то более-менее делать, но основная моя деятельность это сейчас предпринимательство в сфере IT. У нас есть 2 проекта, которые мы сейчас вот собираемся уже запускать прямо уже на коротком старте. Это у нас первый, это у нас мобильное приложение для занятий бегом, которое работает по принципу Тамагочи, называется Run with ZP. Да, вот совсем скоро, я надеюсь, очень даже, что вот зимой, наверное, да, у нас состоится запуск в странах Азии. Это Южная Корея, Сингапур, Япония, Малайзия там, и так далее, и так далее. То есть. И второй проект это у нас FreePlast, проект, который у нас идет совместно с учеными из СФУ, резина, которая не замерзает. То есть это, ну, по сути, даже в минус 70 она, вот, в отличие от обычной резины, она не рвется, не лопается и сохраняет все свои функции. Мечтаем с этой технологией попасть в авиастроение, так как все-таки там, да, вот в верхних слоях атмосферы, ну, то есть, в нижних слоях атмосферы, там тоже достаточно низкая температура всегда, постоянно. И считаем то, что наша технология, она может быть очень даже полезна там. Насколько прибыльна организация фестиваля? Это как бы больше, наверное, проект для, знаете, Для души. не то чтобы для души, наверное, но это как бы нам нравится. То есть это по фану. То есть, да и в целом, на самом деле, надо сказать, что
сам фестиваль, он именно дает нам очень достаточно много. То есть, к примеру, сегодня я здесь вот благодаря фестивалю, то есть это уже что-то. Да, здорово. есть, Давайте да, поаплодируем. Итак, Егор, сегодня перед вами те, кто постарается узнать вас немного поближе, ну и пообщаться с нашей сегодняшней темой. Справа от вас расположились мечтатели. Мечтатели — это те, кто считает, что персонажи якутского фольклора не только можно, но и нужно делать частью популярной культуры для Да. продвижения якутской культуры в целом. Ребята, я с вами. Они ничем не по их мнению, они ничем не уступают героям поп-культуры и в чем-то даже их превосходят. Шагами к их популяризации могут стать как раз такие фестивали поп-культуры, такие как Гикфест. Слева же от вас расположились реалисты. Они считают, что делать персонажей якутского фольклора частью поп-культуры не нужно. Фольклор все-таки есть фольклор, и для его продвижения существуют иные методы. Ну что, друзья, давайте обратимся к вам, к нашей аудитории. Почему вы все же заняли ту или иную позицию? Чем обусловлен ваш выбор? Давайте начнем с наших мечтателей. Ребят, пожалуйста. Я давно для себя решил, что я отказываюсь от консервативных взглядов на вещи и вообще на мир, а буду глядеть мир с прогрессивной точки зрения. Вот, спасибо. Реалисты, почему вы выбрали эту сторону? Я думаю, на примере скандинавской и, допустим, греческой культуры видно, что фольклор стирается. А тем более легко стереться и потерять свою самобытность якутскому фольклору, потому что он довольно вокальный. И если популяризировать так намеренно персонажей, а они в любом случае популяризируются, если будут деньги в индустрии, то будет не очень. Поэтому я считаю, что лучше их сохранять в первозданном виде, тем более, что это суперинтересный вид, например, Аванхо. Пожалуйста, ваше мнение. Ну, сейчас век такой информационный, да, и проблема принятия интереса фольклора, она существовала не только сегодня, а давно существует, поэтому как бы нельзя говорить, что только молодежь не интересуется фольклором. Эта тема, ну, этой темой интересуются специалисты, которые, ну, как бы работают в этой системе. Поэтому я считаю, что вот данные фестивали и такие яркие мероприятия являются такой хорошей популяризацией. Я почему-то до прихода на эту передачу как бы только плюсы замечал, но сейчас я, услышав минусы таких вот, тоже сейчас вот недоумение. Будет интересно. Спасибо. Спасибо. Мгм. Реалисты, пожалуйста. Вот подобная популяризация именно якутского фольклора ну, приведет к не очень хорошим последствиям. И мне кажется, что для этого нужно делать какой-нибудь отдельный фестиваль, уже не поп-культуры, а якутского фольклора. Мое мнение таково, то, что все сейчас живем в 21 веке, и все современно. И надо и подойти к этому как его, Нужно двигаться в ногу со временем. да, к этим современным, короче, движениям. Ну что ж, друзья, давайте перейдем к вашим вопросам, к нашему гостю Егору. Пожалуйста, ваши вопросы. DC или Marvel? DC. Ура! Спасибо. А кто ваш любимый персонаж из комиксов DC? И хотели ли вы его видеть в якутской стилистике? Так, любимый персонаж из DC. На самом деле, знаете, так такового, наверное, особо нет, но кто сразу в голову приходит, наверное, очень банально, конечно, это Бэтмен. Да, потому что это все-таки, это обычный человек, во-первых, среди вот, Суперсилы. да, суперсильных людей, которые просто вот именно своей работой, своей головой достиг чего-то, то есть и вот именно прям находится практически на одном уровне вместе с ним. То есть я считаю, что это очень круто и очень большой пример, наверное, для вдохновения в целом, если опять-таки брать именно из комиксов. То есть, И потому что он Бэтмен. да, потому что он Бэтмен. Спасибо. Спасибо. Интересные вопросы. Так. Ага. Реалисты, пожалуйста, ваш вопрос. Скажите про свой первый гикфест. Каким образом он прошел? Первый Гикфест в 2014 году, он был, знаете, он такой был очень, мне кажется, вот прямо сейчас вспомнить, да, то есть он был очень такой немножко хаотичный,
немножко сумбурный, очень своеобразный. Очень многие люди, которые были на первом фестивале, говорят то, что он был очень ламповым. Опять-таки, вот из-за количества людей. И самый первый гикфест, он все-таки был, знаете, наверное, там была одна молодежь. То есть это с 15-го года начали приходить семьи, что, конечно, тоже очень хорошо на самом деле. Это, то есть целые семьи с детишками там, и так далее. То есть, но самый первый фест, он был прям действительно прям максимально молодежный. И, наверное, действительно ламповый тоже. Да. То есть там было, конечно, очень много, наверное, всяких разных моментов, скажем, тогда немножко спорных, может быть, вот если сейчас вот со стороны организатора вспомнить, но в целом он был прикольный. То есть наибольшее количество впечатлений по поводу фестиваля я получил именно там. Потому что все-таки это было впервые. Вот, и, ну и как-то так. Пожалуйста, ваши вопросы. В чем суть фольклора и изучаете ли вы фольклор? В чем суть фольклора? Ну, это все-таки, как и для абсолютно любой народности, для любых народов, да, то есть это все-таки самобытность, это про самоидентификацию, то есть это про то, что вот, ну, я оттуда, да, то есть это мое. И если опять-таки брать наш фольклор якутский, конечно же, он прям очень богатый, он очень-очень большой, обширный, уже с какими-то, да, то есть уже чуть ли не построенными в целыми мирами, с его обитателями и так далее, то есть он прям очень классно. То есть я вот, на самом деле, сколько бывает, ну, не очень частенько, но езжу и по разным городам, по разным странам, то есть это наша с вами, именно наша культура, наш фольклор, вот мифология наша и так далее, то есть вызывает просто какой-то неподдельный интерес у всех людей. То есть и это очень круто, то есть рассказывать то, что вот, ну, то, до чего люди еще, оказывается, до сих пор не знали, да, то есть, во-первых, они, конечно, сначала немножко удивляются тому, что вот, ну, смотря на карту, да, вот, где Якутия, да, вот, оказывается, Якутия, она огромная просто стоит, и все дальше, когда они узнают то, что у нас есть свой собственный язык, есть своя культура, какие-то традиции, обычаи, еще и мифология своя собственная, как бы полностью выстроенный фольклор, то есть это очень круто. Реалисты, пожалуйста. Есть ли у Екатеринфеста своя отличающая черта от других фестивалей? Насчет отличительной черты я, наверное, скажу не от себя, а скажу от мнения, получается, людей, которые побывали на разных фестивалях, и в том числе и на нашем. То есть, и они все говорят то, что у нас атмосфера очень крутая. У нас говорят, что люди очень крутые, все очень дружелюбные, все друг другу рады, и именно вот такой дружелюбной атмосферы они не видели нигде. То есть это вот настоящие реальные слова людей. Вот наши даже гости, вот, которые вот из студии «Феникс», они сказали то, что впервые отдыхали на фестивале. То есть это была для них не работа, а отдых. То есть и провели время с очень большим удовольствием. Все очень сильно понравилось. Это классный фидбэк, да? Наверное, вот это фидбэк, да. Пожалуйста, еще вопросы. Как вы думаете, может ли привести излишняя популяризация якутской культуры также к тому, что вообще язык затеряется и останутся только вот эти некоторые атрибуты в поп-культуре, а остальное затеряется? Вот самое важное, вот это ядро, то, что создавал народ изначально у себя в племенах. Хороший вопрос, прям очень хороший. И знаете, я считаю, что все-таки на самом деле, ведь вообще, по идее, что, да, то есть у нас есть наш, опять-таки, да, вот эпос Олонхо, да, который у нас, получается, занесен, является, да, вот достоянием ЮНЕСКО, и это прям очень круто. То есть, но, опять-таки, я считаю то, что все вот остальные средства, инструменты, которые у нас вот, ну, входят, да, в популярную культуру, да, то есть это кино, сериалы, комиксы, что угодно, то есть анимационные фильмы, это лишь еще одно средство донесения, собственно, всего этого. То есть, да, это другая форма просто. И я считаю, что это можно на самом деле сделать, при этом все это дело сохранить. И мне кажется, что у нас как раз-таки по части сохранения все очень хорошо идет. Ну, правда ради, я добавлю то, что, допустим, 20 лет назад в городе на якутском не говорили так много, как сейчас. Да. Угу. Пожалуйста, мечтатели. Каким образом якутские персонажи могут стать явлением поп-культуры? Здесь я не знаю, как бы, какого года, скорее всего, персонаж. Наверное, над кем будут больше работать, какой персонаж найдет больший отклик среди
аудитории, на которую, собственно, вот нацеливается, то есть, скорее всего, он и станет, наверное, популярным. И вот насчет сейчас, да, кстати, вот персонажей, да, якутских, у нас сейчас вот гости нашего нынешнего фестиваля, вот студия «Феникс», московские ребята, может быть, знаете, среди них, кстати, работает наш земляк с вами, Сафрон, забыл его фамилию, зовут Сафрон. Вот. Вот, собственно, они сейчас работают над мультсериалом, который называется «Дети АИ». На Ютубе есть уже отрывок из этого сериала, который можно будет посмотреть, и я вам скажу, что качество анимации, оно прям настолько крутое, что прям реально классно. То есть и вот в теории, я думаю, что, наверное, вот прям очень таком ближайшем обозримом будущем вот эти как раз-таки персонажи, там у нас девочка Туяра вроде как, и мальчика, забыл как зовут, вот они, скорее всего, станут очень популярными благодаря этому сериалу. Классно, что есть такие кейсы на самом деле. Да. Егор, какие цели в разработке концепции фестиваля вы закладываете? Сейчас-то вот с годами цели фестиваля, они уже многократно растут, ну, как бы не многократно, а устоялись уже есть, и это поддержка талантов. Я бы, наверное, так сказал. То есть мы охотно вообще встречаем и приветствуем абсолютно любых вообще представителей, да, любых талантов, то есть будь это музыканты, художники, журналисты, да кто угодно на самом деле, то есть принять участие в нашем фестивале. Наш фестиваль является такой, наверное, одной из немногих площадок, где, допустим, вот те же молодые музыканты могут отыграть при просто многотысячной аудитории. То есть они такую аудиторию, наверное, вряд ли сами соберут, а у нас, пожалуйста. То же самое касается танцоров, то есть художники. У нас в Якутии вообще, по идее, есть огромное количество просто талантливых ребят, которые прям классно рисуют. И для них фестиваль, он тоже является такой некой площадкой, где они могут продемонстрировать свои работы. То есть и так далее, и так далее. То есть и, пожалуй, наверное, вот это вот на сегодняшний день это главная цель – поддержка талантов. Итак, друзья, у нас есть видеоопрос по теме нашего обсуждения, поэтому просим внимания на экран. Вы бы приняли участие в ГИК-фестивале? ГИК-фестиваль? Да. Да, конечно. А почему? Потому что это весело, по крайней мере. Ну, допустим, у нас был же ГИК-фест. Вот, я, к сожалению, в этом году не успел, потому что я улетал, но очень прям хотелось. Честно, вот я с самого первого ГИК-феста был, и это прям, ну, незабываемое ощущение, если честно. Да. Почему? Ну, потому что там много талантливых людей, и вообще там очень весело, проводят всякие конкурсы, соревнуются, люди знакомятся друг с другом, и вообще сообщество, где много разных персонажей и их косплеят. Нет. А почему? Я не клоун. Да. Почему? Ну, я увлекалась аниме, там, игры. Возможно, да. Почему? Потому что это, ну, дает больше, ну, как твои идеи воплощаются как бы в жизнь. Все, что ты задумал, ты можешь его воплотить, и чтобы все люди другие увидели это. Я думаю, это даже очень хорошо. А как вы считаете, в рамках этого фестиваля можно ли было бы популяризовать якутских персонажей? Ну, в большей степени нет, чем да, мне кажется. Потому что ГИК-фест, он как поп-культура же идет. И то есть те персонажи, которые там косплеят другие люди, они более популярны. И чтобы их узнавали в якутской культуре, я не знаю, честно. Я бы никого бы не узнал. Якутских? Якутских. Ну, на самом деле, якутских персонажей я много не знаю, но, в общем, да. Можно было? Да. Конечно, можно. И я думаю, даже где-то в каком-то году, наверное, такое и было. Там вроде бы Ботор был, Нюргун Ботор вроде был. Ну что, друзья, как мы видим из опроса, на самом деле большинство у нас горожан опрошенных, они склоняются во мнении то, что ГИК-фест — это действительно хорошее мероприятие, и как раз таки большинство считает, что на нем можно популяризировать наших якутских персонажей. Давайте зададимся вопросом, а каких именно и каким именно образом? Кого из якутских персонажей вы считаете было бы легче продвигать на таких площадках?
Давайте зададимся И вопросом. были ли они узнаваемыми? Да. И будут ли они при этом узнаваемыми? Пожалуйста, мечтатели. Можно создать новых персонажей. И вопрос, узнаваемый или неузнаваемый, не должен стоять в принципе, потому что это будет сочетание якутского фольклора. И это будет большим подарком хотя бы Ты создать. предлагаешь создать новых персонажей на основе тех, Да. что есть. Также вот сделать Нюргун Баутрей, например. Но нельзя же сказать, что вот полностью надо взять все из фольклора, потому что, одев там богатырский там костюм, нельзя сказать, что это весь фольклор якутского народа. Очень много. В этом вопросе надо подходить тонко, мне кажется. Очень много нюансов. Тут еще мнение, пожалуйста. Ну, у меня такое мнение. Я всегда с детства мечтал видеть лонхо в стиле аниме. Я думаю, было бы круто вообще. Ты прям сидел и мечтал об этом? Да, всегда сидел и мечтал об этом, когда смотрел Наруто. Вот. Поаплодируем. Лево. Здесь я считаю, то, что, во-первых, да, вот вся проблема состоит в том, что наши, да, вот и люди, прям очень большинство, они почему-то рассматривают с точки зрения вот только вот запусков, да, вот в одной только Якутии. Наша Якутия, она очень маленькая, нас всего лишь сколько, 950 тысяч человек, по-моему, да, живет во всей республике. А надо работать на экспорт, да? Да, надо работать на экспорт, это во-первых. То есть, соответственно, это вот опять-таки, да, вот только что озвучили про Наруто. То есть вот это японец, это Япония, то есть, но при этом Наруто знает во всем мире. То есть и здесь надо именно, скорее всего, опять-таки, да, вот соглашусь с тем, что надо делать новых персонажей, которые найдут отклик вообще там, да, где-то там. То есть и в-третьих еще стоит вопрос, на самом деле, денег, просто-напросто. То есть у нас опять-таки те же съемки фильмов, да, особенно съемки фильмов про Лонхо, то есть это я примерно могу представить, какие там суммы, и это ого-го просто, да, потому что применение всех этих визуальных спецэффектов там, и так далее, то есть это колоссальные суммы. Анимация порой зачастую бывает еще дороже даже, чем съемки фильмов, и это, ну, удовольствие такое. То есть, конечно, наверное, можно начать с комиксов, которые что более-менее доступно. Но самое главное, то, что я считаю, то, что все-таки надо идти реально на экспорт. То есть это не локальная аудитория, это должно быть даже не России, наверное, а вообще еще шире брать. То есть и попытаться найти аудиторию там. Спасибо. Вот, друзья, каково ваше мнение на этот счет? Как вы считаете, вот в действительности, став частью популярной культуры, не потеряет ли непосредственно наш фольклор свои истоки? Допустим, создавая нового якутского персонажа с нуля, мы меняем его историю. Не произойдет ли вот стирание вот его фольклорных каких-то данных? Так, я думаю, что стирание не произойдет, потому что, как сказал уже Егор, что когда мы смотрим то есть, например, Тора с другой точки зрения, но мы хотим уже углубиться. Пожалуйста. Реалисты, ваше мнение? Лично я думаю, что это вообще уместная популяризация либо эпоса, но я категорически лично против изобретения новых персонажей. Зачем изобретать велосипед? Только в одном каком-то отдельном, вот Алонхо, допустим, где-нибудь при Дигистяхе, может быть больше 10 тысяч стихотворений и куча персонажей, которые не раскрыты просто. То есть существует целый пласт персонажей, которых никто не знает. Всего несколько имен ботуров, их супруг, богов, а остальные это кто вообще? То есть их всех нужно раскрывать. Но еще тут такая трудность, что деформация неизбежна, но оттягивать ее нужно. Например, она и раньше происходила в классической литературе. Типа Булгаков написал «Мастеру и Маргариту». Там он вообще утверждает, что вот сатана, он положительный персонаж. А здесь вот очень сложно будет сохранить. И вот тоже интересно, как стоит вопрос денег. То есть снять блокбастер по Нюргун Боутера. Осилит ли вообще наша эта республика? И когда же мы действительно сможем снимать такие проекты, которые пойдут на экспорт, а не только из самого популярного именно хоррора. Потому что реально самый популярный сейчас это у нас якутские ужастики. А какая культура вот наиболее популярна у нас вот в Якутии, вот именно из поп-культур? Ну, безусловно, да, это западная культура, это японская культура.
И сейчас прям огромный просто оборот начинает брать корейская культура уже вот несколько лет. То есть это кей-поп, это вот корейские фильмы, музыка, да косметика сейчас корейская вообще абсолютно везде. Корейская кухня. Я сам, на самом деле, обожаю Корею вообще как страну и в целом. Что еще? Ну вот, наверное, пожалуй, вот 3, наверное, культуры, которые просто вот прям стоят столбом. Да? То есть я думаю, что, наверное, не только у нас, это вообще везде, наверное. В завершение передачи, Егор, какой совет вы бы хотели дать нашей сегодняшней аудитории и нашим телезрителям? Будьте, наверное, я не знаю, будьте открытыми миру, будьте смелыми, побольше, я не знаю, да, то есть, наверное, какой-то креативности, может быть, опять-таки в мышлении, в своих действиях. И будьте здоровы, самое главное. Вот прям самое главное. Ну что ж, сейчас наступил тот самый момент истины, когда вы, участники аудитории, можете поменять свою группу. Соответственно, мечтатель, который был убежден в том, что вот непосредственно якутскую культуру стоит популяризировать через персонажей, вводя их в поп-культуру, но убедившийся в точке зрения реалистов, может перейти к ним. Наоборот. И реалист, который убедился в том, что можно все-таки наших персонажей популяризовать посредством таких массовых фестивалей, тоже может перейти на другую сторону. Поэтому, друзья, определяемся. У вас есть возможность перейти, как мы сказали, от мечтателей к реалистам или от реалистов к мечтателям. Ну и можно будет перейти. Давайте на счет 3. 1, 2, 3. Давайте поаплодируем. Давайте поаплодируем. Ага. Давайте дальше Да, аплодировать. давайте. Поделись, почему ты все-таки решил поменять свою точку зрения? Мне кажется, не стоит все-таки так консервативно. И, в общем-то, у нас же в Якутии еще такой менталитет, что мы такие, нет, не так, давайте сделать по-нашему. Все будет по-нашему. Консервативно. Да, консервативность. И от этого стоит все-таки отходить, если мы хотим ориентироваться на широкую массу. Пожалуйста, молодой человек. Если хочется популярности, она уже со временем. То есть, как я как бы сам, послушав людей, сам тоже про себя подумал, то, что это само станет популярным, если это, ну, как бы, тому обстоятельства так будет сложатся. развиваться Да. само, автономно. Да. Спасибо, аплодисменты. Егор, опять же, по традиции нашей передачи у вас есть возможность определить лучшего участника и вручить ему свой презент. Вот, пожалуйста, укажите нам на того, кого вам хотелось бы выделить. Я бы, наверное, хотел выделить вот молодого человека. Так, Андрей, пожалуйста. Звучали, да, очень интересные вопросы. Итак, Егор, что вы подготовили? У меня подарочный сертификат на сумму 2000 рублей в магазин одного из наших организаторов нашего фестиваля, которого, кстати, тоже зовут Андрей. Андрей Подвойский, да, привет. Вот. Собственно, вот туда. Да. Думаю, что, наверное, все-таки как этот сейчас связано с популярной культурой и так далее. То есть я думаю, что ты... Давайте поаплодируем. Интересно себе. Ну что ж, пожалуйста, представься, немного расскажи о себе. Во-первых, спасибо большое. Во-вторых, меня зовут Андрей Межинский. Я студент-филолог 4-го курса ИСФИР. И сам с детства увлекаюсь именно мифологией, вот этим всем. Сам пробую что-то писать, сочинять в этом русле. И меня заинтересовало еще на уроках культурных народов Якутии в школе, заинтересовал эпос Ванхо. Потому что это супер интересно было и необычно. Сейчас, учась уже как филолог, я знаю, что он, допустим, организован так же, как и во всем мире, но при этом супер самобытно и необычно. И я, например, в детстве, когда смотрел играл в игры и смотрел сериалы, всегда мечтал увидеть что-то подобное про именно якутских героев, как с одноглазыми гигантами Абагы сражаются герои, потому что здесь это супер круто увидеть, как, например, какой-нибудь герой ломает быку Мороза его рог и заканчивает долгую зиму, что-то типа того. И поэтому периодически читаю в этой теме, изучаю, и не мог пропустить такую крутую тему и обсудить тем более с человеком, который популяризирует вообще любую массовую культуру в Якутии, в том числе и национальную, на своем фестивале. Вот так. Здорово, спасибо, аплодисменты. Ну что ж, мы завершаем. Сейчас мы приглашаем вас, друзья, подняться сюда, на наш подиум, для того, чтобы еще пообщаться друг с другом, ну и с нашим гостем Егором. Пожалуйста, поднимайтесь сюда. Можете задать вопросы, которые не успели задать.
Это была программа «Я молодой» С вами были ее ведущие Елена Гагарина и Антон Васильев. Будем развиваться вместе. на благо себя и родной республики. Всем пока! Ну, во-первых, большое спасибо за приглашение. Было очень интересно принять участие в вашей телепередаче. И к особенности хотелось бы отметить, наверное, сам формат. А именно то, что передача является не простым каким-то местом, где вот задаются вопросы, да, вот ответы и так далее. То есть, а это прям дискуссионная площадка. Я думаю, что если у нас было бы побольше времени, мы могли бы еще дальше поговорить.